Привет, ребята! Сегодняшний ролик начнется как-то необычно. Не с дороги там на моторе до места, не замешиванию прикормки, там не расстановки лагеря, палатки. А сегодня начнется, ребята, ролик с выезда в город Сыктывкар. Середина июля, лето в самом разгаре. Хорошо у нас пожарило так, недельки полторы, наверное, давало 30-ку. Ну, сейчас уже как четвертый день, 20 градусов, дожди каждый день. Ну, с одной стороны, это даже хорошо. Картошка жила там, ну, потому что вот реально полторы недели просто жарило страшно. В оконцовке, друзья, все, рыбалки по фидеру я отдал вот этот пару недель после приезда с Волги. Но охота, ребят, хищника. Многие на канале прям просят уже: Андрюх, когда уже там спиннинг, сплавы, ты что-то все в фидер упал и так далее. Да, друзья, решил я немножко себя попробовать по фидеру, и в целом полтора сезона я уже отдал плотно в тот сезон, начало этого. Все классно, все круто. Ну, большое желание, ребят, у меня есть научиться именно джигу. Вот именно джигу. Не сплав, не заброс, там, не троллинг, воблер, там, а именно резина, точка. Выставились, обкидали, попробовали. Вот такой рыбалки, ребят, у меня еще не было. Совсем когда-то было давно джиг головки с непонятным весом, 1,5-метровая глубина и одна джиголовка на всю резину. Это было, но охота грамотно, охота с пониманием. И вот именно этой рыбалке поможет мне Серега. Серега приезжал, Серега Пашуков, рыбалка удалась, многие знают его, он уже приезжал ко мне и зимой. Мы ездили на жерлицы, и вот сплав последний был. Серега тоже посещал меня. Ну и в общем, Серый, говорю, твой выход, надо крепить меня по поводу джига. Андрюха говорит: все понятно, будем делать. Я бы не сказал, что у меня совсем снастей нету, там каких-то там есть там 3-4 спиннинга, ребята, есть там 3-4 фидера. Ну, понятно, что катушки, все это есть, но нет нормальной подходящей палки именно под джигу. Тут, чтобы было понимание, чтобы чувствовать поклевки, нужна хорошая палочка. И в целом неделю занимался этим, по сайтам что-то как-то, в общем, ничего я не нашел. Ну, Серега у нас работает в Сыктывкаре в магазине рыболовном, рыболов сервис. И Андрей говорит: найдем палочку, подберем тебе. В общем, друзья, собираюсь я в Сыктывкар прокатиться, есть там кое-какие дела. И в общем, заглянем к Сереге, выберем себе палочку. Вечером вместе с ним приезжаю сюда в деревню обратно, ночуем, а завтра утром, ребят, уже рвем когти на ионном комплекте, на ионной лодке, на ионном моторе, с новым спиннингом на моей точке. Ну, нам будет помочь хороший навигатор, хотел сказать, хороший холод. Так что, друзья, будет интересно. А сначала давайте прокатимся в Сыктывкар. 100 километров, падаем на автобус, 1,5 часа на месте. Все, полетели. Столицу республики Коми. Встречает солнышком, у нас что-то погода такая. Кстати, это снова он.
Солнечные чуваши. Да-да-да. Шуманул Дамир, говорю, братик, прокати меня. Ну, в общем, чтобы такси не вызывать, короче. Дамир говорит, есть время. Все, едем в другой конец города, к Сереге. Еще Париж белый, красный, Дандребена, червь. Наживка есть. Приветствую. Серый, привет. Что, рыбалки научишь? Конечно. Все, ребят, добрался я до наших палочек. Что, будем выбирать? Будем выбирать. Всем привет, друзья. Так Сегодня будем подбирать Андрюхе спиннинг. В принципе, уже поговорили. Я знаю, что он хочет, в каких условиях он ловит. Вот. И, ну, примерно в каком бюджете. Слушай, давай тут, знаешь, что покажу. Он даже как-то тебе говорил уже. Так, нарвал аргумент у нас. До 42 грамм, как раз в условиях сысолы. Самое то, да. Да. И рост 2,29. Во-первых, ты с лодки часто ловишь. Ну, можно будет из берега ловить. Ну и также там, к примеру, на листых речках, где ты гоняешь. Это именно такой более джиговый инструмент. По строю, по всему. Более сухой. Все, красота. Да. Так что вот. Слушай, Ну, я отличный думаю, вариант. тут не надо выбирать, мне кажется, все. Ну, Она уже на самом деле этот спиннинг, он, знаешь, уже в представлении не нуждается. Вот. Да, я Палка понял. стала легендарной за пару лет. Ага. Вот, поэтому отличный вариант. Все, красота, слушай, серый. Что, будем брать? Да? Будем брать. Кстати, я тебе не говорил, для твоих зрителей, вот мы сейчас еще замутим промокодик, вот, поэтому кто там приобретает, допустим, здесь в магазине, да, либо через интернет-магазин Рыболов сервис, можно будет получать скидку 10%. Вообще. Ты там в описании, думаю, информацию оставишь. Вот. Все, ребята, Так, для сейчас вас скидочка будет. Красота, красота. Ну все, что, сейчас оформляем палочку. Что надо, закупаемся. Серега заканчивает рабочий процесс сегодня и едем сначала до него и уже едем в деревню. Все, ребят, промокодик в Рыболов сервисе, я знаю, многие смотрят меня, местные, и 10%, друзья, отлично. Выбор, конечно, да, прям такой мощный, мощный. Один из таких серьезных магазинов у нас в городе Сыктывкар. Прям, да, есть на что посмотреть. Я же тоже, у меня есть свой маленький магазинчик. Стремлюсь, ребята, к такому расширению. Сейчас еще обязательно проверим все кольца, чтобы все ровно было, все вставки, чтобы на месте. Это обязательная процедура. Поэтому если ребята проверяют, но в любом случае. Перед клиентом все нужно сделать. Я, кстати, этой модели ловил уже. Вот, в принципе, вообще все понравилось. Ну, Все, отлично. завтра будем душить. По-любому. Отлично. Все. Пакуй, Серега. Свечки еще проверим. Я эту брал, чтобы все ровно. Видишь, Володя мне позвонил. Все окей. Ну все, друзья, решили дела. Серега показал свое рабочее место. В общем, все. Ну, короче, зарядились. Сейчас едем до Сереги. Серега собирает вещи свои и в деревню ко мне уже. Ну, будем часиков 9, наверное. Малый сбор, баню, не баню и... Короче, как-то так. Ну, в общем, все, погулял по рыболов сервису. Молодцы ребята, работают, двигаются. Палатка раз, палатка 2. Да, и тут, как обычно, сидят.
Вот эти, да? Эти, да, по форме. А вот видишь? эти красные, Серега, большие? Нет, у них форма, видишь, не самая А вот именно что лучшая. загнутые, да, лучше, да, получается? Да, смотри, у тебя когда будет, давай наглядно прямо сейчас мы будем демонстрировать на примере вот этих приманок. Ну, даже видишь, как ты говоришь, хранить надо. Видишь, они у меня потекли все даже в пакете. Блин. Так, где этот побольше крюкан был? Куда его? Вот. Берем. Видишь, я люблю вот этот широкий подев. Вот. Чтобы приманки, вот когда вот так вот, видишь, да? Чтобы было куда место уходить и будет просекаться. Просекаться. Да. В принципе, вот если с пружинкой, можно сюда пружинки вставить, то этот крючок подошел бы. Ну, без пружинки он чуть-чуть великоват. Ну, с крючками как бы это все завтра мы порешаем. Ну, я говорю, что вот у меня было вот такое вот, я вот тебе достал, чтобы ты посмотрел. А так, говорю, у меня... Не, приманки есть вполне рабочие, как бы Ну и все, понял. нормально. Все, будем смотреть. Завтра мы, как бы, задача... Смотри весь- даже, что есть. Ну, струны. Ну, это все, да. Это тебе еще пригодится. Как бы они, струны самые лучшие. Потому что, чтобы меньше вот этих всех вертлюгов, вот этих подвижных частей, они не нужны. Они могут подвести в самый неподходящий момент, и чувствительность снасти ухудшается. Все понято. А так, Ладно. по приманкам годные есть. Ловить можно без проблем. Понятно. Друзья, ну что, 11 часов ночи, вечера. Немножко определился по приманкам. Короче, Серый говорит, Андрюх, все нормально, все будем говорит, тестировать наше свое. Новая палочка, подобрал катушечку, шнур, концовье. Ну все, ребят, отдыхаем. Подсобрались маленько, все, ранний подъем, ну и выезд, у нас выезд. Джик встречай. Все, гасим свечи, отдыхаем. Что, братцы, сысало, верхнее течение, ну как верхнее, мы ушли немного повыше, так как поселка не стали подниматься, перекаты, река в таком состоянии сейчас, ну летнем, так скажем, большой перекат 3-километровый, который постоянно я мучаюсь. Ну в общем, все, друзья, утро, сысало, наши просторы, будем заходить в лес. Серега будет рассматривать эту точку. Ну, с этой, ребята, экспедиции, с этой рыбалки я возьму много чего для себя. Это я пробью речку, потому что здесь я много провожу времени по налиму. У Сереги есть большой эхолот хороший. И для себя я сделаю точки. Все, потихоньку сейчас разгружаемся. Серега будет собирать свой комплект. Он это делает все тщательно, красиво. Так что погнали. Сейчас посмотреть, здесь перед. Давай перевернем. Ходи, пойдем.
Так, друзья, ну что, пока Серега занимается лодкой, большое приготовление. Это не просто накачал. У Сереги и ковры, и трансовые колеса. Получается, площадка, якоря, и холоты, и все это дело. Это все надо подсоединить. Ну, в общем, что, девочка моя, иди ко мне в ручки. Аргумент. Вчерашний, ребят, спиннинг, которого мы забрали благополучно с города Сыктывкар. И еще раз повторюсь, друзья, ребята дали промокодик в рыболов сервисе 10%. По промокоду, ребята, всю информацию ставлю в описании. Вот такая палочка, родные. Все, выль, девочка. Чисто джиговая тема. Сегодня будем, ребята, в нее углубляться по полной. Шнур я взял свой, не дешевенький шнур 0,18. И для этой катушки взял, ребята, 3000 катушку с Shimano 10+1. Но сразу, друзья, я скажу вам честно, что это такая, давай скажем, дешевенькая поделочка. Ну, исполнение неплохое, понятное дело, но она не стоит этих денег. Я сейчас понимаю, что это навряд ли, друзья, Япония. Но будем верить. Будем, ребята, верить. Намотаю шнур. И все в этом роде. Ах, люблю, ребята, новые вещи. Наверное, все любят новые вещи, да? Красота. Что я вам скажу? Красота. Ну, не знаю, походим с этой катушечкой. Я, конечно, на эту палочку одену другую катушку, но пока что имеем. Чайковского, друзья, попьем. Сюда, конечно, чай попили, но что-то быстро. Я вообще, ребят, не спал. Что-то ночью монтировал фильм для вас по грибы. В час ночи опубликовал его. 1:30 только, наверное, уснул. Даже в 2. И в 4 уже будильник зазвенел. Перед рыбалками не могу спать. Красотка, ребята, Феррари такая красненькая. Сейчас немножко покажу. Серега под заказ ее делал для себя. Тут вроде с одной стороны вот смотришь, как будто ничего. Ну, трансовые колеса, понятно. Ну, есть заморочка, да, Серый? Ну, есть немного. Во-первых, друзья, Серый сейчас, наверное, сам расскажет. Азимус Классик 350. Сразу видно по борту. Чего нету? Как он называется? Кор? Привальный брус убран. Вот, убран не случайно. Во-первых, чтобы вес облегчить. Во-вторых, чтобы, когда складываешь лодку, чтобы она проще складывать и меньше габариты были. Вот. Соответственно, отсюда мы убрали, но добавил по 3 центральным бревнам на днище усиление, то есть бронирование. Здесь вдоль всего, если вот камеру покажешь, вниз вот она есть, то есть вдоль всего баллона усиление опять же. Вот. Потом что еще? По салону. По салону, да. По салону. В принципе, соответственно, леера тоже здесь вдоль были. Я их при изготовлении лодки сказал, чтобы не ставили, только здесь оставил. Опять же там. В общем, где-то убрал вес, где-то немножко добавил. Вот под себя. Что еще? Соответственно, вот специально под столик эхолот отдельный. Как эта хрень называется? В общем, не суть. Что еще добавил?
Ну, вот Добавил эти... здесь две ручки специально, чтобы удобно было лодку там слиповать, грубо говоря. Здесь для топливного шланга. Я По когда всему, один да? хожу, чтобы была правильная развесовка, у меня бак спереди. Вот здесь под удилище такие же темы. Ну и здесь тоже специально крепится бак, в общем, утяжками, чтобы он не болтался, ну как бы. Ну вот это специальная лодка вот под тебя, правильно? Вот, чтоб... Ну да, когда ее изготавливали, там именно учитывались мои пожелания полностью. Вот так, друзья. Вроде мелочи, как бы, да, понятно, что многие там сейчас клеят и подудильники, вот эти штуки. Но правда, вот у Серого тоже, смотрю, на носу тоже заклеено уже, да? Под якорь. Угу. Так что 350 азимут, друзья. Вот такой красавчик. Или красотка. Как-то так. Ну и насос, друзья, блин, тема, конечно, крутая. Стоишь просто, он сам все делает. Вот именно, вот, кто вот переезжает, это, конечно, штука прям нужная. Я там накачался, у меня лодка стоит постоянно надутая. Мне это не нужно, но вот здесь, да, решает. 10 минут, да, лодка прям вот все как положено. Ни качки больше, ни меньше, все как положено. Выставился, накачал на дно, тоже свое давление выставил. Ребят, у нас еще дополнительный коврик появился. Еще один коврик. И сейчас вот полочка. Кстати, этот аккумулятор, который накачивал лодку, он уже там внутри пойдет для эхолота. Прям все, пошла проводка у нас, все дела. Ну вот этот сегодня экранчик будет показывать, ребята, будущих осенних налимов, мне кажется. Да. Изучим рельеф, места. Смотрит Андрей по другим ракурсам, Да, скажем да. так, на свои Я же что, местоловли. груз ложка 150, это же мой эхолот был. Да. Я только, ребята, как пробивал. Мне надо переночевать на этой реке, ну на этом месте, чтобы понять как-то, что как клюет там, не клюет. А вот сейчас будем смотреть. Так, друзья, показываю. Ну, может, конечно, кому-то не интересно, и скажут, там лодки покруче, но, в общем, что еще появилось у нас? Вот такие подстаканники, так скажем, под удилище. Специальная сумочка, это якорный рундучок такой. Ну и что, повесили сердце Меркурий 9.8. Да. Сейчас так, знаешь, у кого японец, так все со вздохом. Да. Короче, сейчас сами понимаете, ребята, с обстановкой, что творится по моторам. Я имею в виду по импортным моторам. Что прям, да. 9.8. Красавчик. Клейка 9.9, но это 9.9 Lite. Да. Типа у меня А я что-то смотрю 9.9, но не понял. такая маркировка. Ага. Ну вот, друзья, вроде финал. Как-то оно так. Разместились, да, и так брали по минимуму, но что-то необходимое на ночлег. Естественно, это снасти, это топливо, теплые вещи. Ну и как бы так все остальное. Немного еды, подсак. Тут мои вещи, я буду в этом уголке сегодня балдеть. Я сегодня на якоре, Серега сказал. Наш телевизор. Ну и все, в общем, как-то так загружено. Мы ходить прям мощно не будем, будем чисто бегать, выставляться и вот тогда, так далее. Ну, очень удобно вот тогда, друзья, на трансах разгрузился, вот так уложился с этой стороны, ну да, очень удобно, базаров ноль. Все, отлично. Ракушки. Все, ребят, настраиваем телевизор. Все, отлично. 2 метра, да, под нами? Сейчас, да. Температуру показывает воды? Да, температура 20 градусов. Неплохо. Неделю назад было 25. Ну, подостыло дождики, да. Все, друзья, готовы. Пока сюда все настроили, наладили, полетели. Ну все, в принципе, мы отсюда уже начнем
смотреть точки. Так, нам какой берег лучше? Левый, да, пока перееду? Сейчас центр, Серега, держи. Вот эта область, да. Ага. Там пляж, а вот эту область посмотри. Пробую. Давай, попробуй. Ну, нормально, спокойно, да, Серый? Да? Да, да. Ну что, поднялись до налимой моей точки. Многие знают этот обрыв. Ну, сейчас мы посканируем, посмотрим, кто тут живет. Серега налаживает аппаратуру. Короче, интересная рыбалка, друзья. Короче, не мы рыбу ждем, а мы к рыбе сами подходим. Прикольно. Поднялись по точке. Много бели и коряшка какая-то. Все, выставились 4,7 у нас уже показывают. Там где-то 3, да, было, Серый? Там, да, 3 и есть пару бугорков, бель и коряшка, да, как ты сказал, все верно. Короче, рельефчик интересный. Так, сейчас. Все, видите, ребят. Погоди. Серега как. Серега сегодня меня будет учить. Да, смысл здесь гораздо уже. Че, меньше? Вообще. Конечно. Так, удар был, ребята, окуневый в Сереге. Коряшка. Сейчас дальше сканируем. Ребята, поклевочка у меня была. Ну, что, кайфанул? Хороший удар был. Давай посмотрим, следы там есть что. Да, есть следы. Резаные? Нет, слушай, непонятно, наждачка какая-то. Ништяк, ништяк, ништяк. Да, блин, ну такая, это сегодня будет круто. Новые эмоции, да? Да, конечно. Подводка, ребята. Ох, сход. Ё-моё. Сход. Прям подводка, братан, упила. Нормальная рыба была? Хорошая рыба, еще достойная. С пляжа вытащил, понял. Ё-моё. Все вроде четенько. Резинку только сбил, вот вытащил туда. Мгм. Ну, 4 дюйма, приманочка. Хорошая, ребят, рыбка была. Ну, не знаю, по ощущениям, я еще пока так сориентироваться не могу. Так достойно. Прям с подводкой. Уже здесь где-то. Бам. Ну, все это что? Один крючок. Это не воблер. Тут надо, да, сечь жестко. Опять, Клёво, опять. Видел? Да. Не пойму, это Может окунь. Ну 100 пудов поклевка. опять здесь, вон, смотри, ё-моё, блин. Ну-ка дайте. Попробую. Блин, не туда забросил. Дырк-дырк, блин. Ладно, сейчас завалим, ребятки, кого-нибудь. Ребята, завалил братик прям на моей бровочке там. У-у-у. Давай. Вот это жесть, аппарат. Нормально. Серый, аккуратно. Да-да, там. Ох, по трешечку. Вот она. Она в шахте, братан, в шахте. Нормально, не торопимся, пусть она устанет. Ну, никуда не торопимся. Пошел.
Кайфуши. Кайфушки, да? Вот так, друзья. Девочка. Вторая перестановочка у нас. И вот, пожалуйста. Ну, здесь подвисало у меня. Вот я говорю. Да, все, я наготове. Я сейчас, смотри, чуть-чуть ее вперед выведу. Нет. Все. 2. Ну что, братан, давай. Красава. Все, загод. Фух, четко, круто. Вторая постановка и... Вторая постановка, и все. Красота. Ну, не знаю, подбивон был, висела она, не вина, но факт в том, что какая-то здесь штука. Ну, круто. Вообще огонь. Блин. Давай, давай. Душку смотри, когда, допустим, что-то это, душку всегда вот здесь откидываешь, Ну. спиннинг сломать. Ага. Все, понял, принял. И вот она, первая наша зубастая, вторая постановка, 2 поклевки здесь. И вот, возможно, и она, не знаю, какая-то пустая такая. Да. Первая щука, друзья. Кайф. Только начали рыбалку. Круто. Серый молодец. Ну, понятно, должен Серега был поймать, естественно, первый. Все, отлично, приманка, Серега, что там? Еще, кстати, на джиголовке, ребят, смотрите. Крокодил от ProBaits 4 дюйма. Все, принято. Сереги сход. Че, нормально тоже, да, повисло? Ну, так как, поменьше, но вон, блин. Опять с пляжа, да, Стаска? Слушай, с пляжа, это уже не совпадение. Да, это это не статистика. совпадение, тоже статистика. Значит, нам что-то надо будет думать. Как-то вот. Да не, мы хорошо стоим, мы и то обкидываем, и то. У нас, в принципе, видишь, речка небольшая и позволяет, нормально. Ну да. Ну. Так. Получается, 3-я перестанова, ребята. И ну, буквально этот берег просто протаскиваем. И вот чуть-чуть поднялись, и вот опять поклевка. 3-я постановка. Да, 3-я постановка. 3-я поклевка. Смотрите, ребята, чем Серега занимается. Тут на выжигание кружок ходил в детстве. Вот так вот специальная штука, да, Серый? Ну вот, приманки Продлевает жизнь приманкам. подклеил, подрезы вот эти, и все, работает дальше. Подпаял чуть-чуть. Подпаял. Серьезно, серьезно. Ползем далее. Но сход был. Короче, тут есть щука, есть. Может, вечером тут поактивничает. Обороздим, смотрим вообще всю эту локацию полностью. Ну вот, друзья, заброс. Тр-тр-тр-тр, не понял, хвоста нету. Ну, в общем, Серега говорит, уж все, это червяк не рабочий уже, все, меняем. Ну, понятно, что лопатки нету. Точнее, пятки, как правило, называют. Пятка же, да? Меняем. Может, сейчас что-нибудь другое. Короче, Яман. Моторное масло. Хорошо это или плохо? Я, в принципе, уже загорался. Лето повидал, но, возможно, погода повлияет какую-то роль свою в плане щуки. С утра сразу как-то активно. А тут прям вот поднялись. Ну все, мы прообраздили его полностью. Уже выход. Ну что у нас, Серый? Одну завалили, что-то там 3-4, да, еще? 3-4, да, поклевки. У тебя, считай, сход был? Да. А, у меня сход был. Так что это круто, ребят. Круто, круто вообще. На одной точке троллингисты проходят, нет-нет, ушли. А здесь она стоит, ее просто надо манить. Поставил уже вот такую. И, короче, решили чаю попить, уже жарко. Я, правда, в шортах, но раздеваться не хочу. Я уже весь черный. Блин. Так что, короче, чай, ребят, и на подъем. Ну, в общем, будем смотреть в эхолот. Там дальше место классно, Сереге понравится, так что будем поглядеть. Пока по чаю, салату. Ты домашний, да? Да, это Алена Сергеевна тебя вчера ждала на горячее. Супер. Бахнем. Спасибо. Лодочки все равно свой кайф, да? Свой уют такой. Ой, вообще бомба. Сам этот, Комочка. комары не кусают, блин, красота. Да. Друзья, видно, не видно, но там просто котлован, блин. Да. Ну, рыбки там нету. Все, смотрим дальше, друзья. Кто говорит, что лодка, ребята? Что-то Похоже, похоже на лодку, да? Да, сейчас, если мы, надеюсь, ее увидим.
Да, это лодка. Слушай, еще железная, блин. Вон, смотри, видишь, железная лодка. Охренеть, железная лодка, ребят, в натуре. С мотором еще, смотри. Мотор. Да, мотор. Ё-моё, блин. Вот тут что на дне есть, охренеть. Железная лодка здоровая, ребята, причем с мотором. Так, переходим, друзья. Точка интересная. Бели очень много, но ничего по щуке. Может, день уже из-за этого. Ну, лодку увидели. Охренеть, друзья, с мотором лодка просто. Вот такие сюрпризы. Идем дальше. Пробуем, друзья, пробуем. Клевочка, ребятки, была. Хорошо, да, ударил. Хочу посмотреть, что... О, сбил, блин, как хорошо. Он стащил, друзья. Слушай, смотри, опять моторка, да? Мотор работал. Только вот ставили Серега все, что угодно. Ну, видишь, еще может быть то, что солнце вышло. Да. Все-таки. Давай. ТТС. Куда ударил там? Так, ну давай, друг мой. Моторочка-то. Туда же. Здесь, ребята. Поменял приманку, в общем. Шурагайка мелкая, серый. Да? Угу. Все равно вообще не страшно. Главное разловиться, понимаешь? Да. Ну вот она и наказывала меня. Да? Говорю, дырка есть, окунь, не окунь, блин, вон. Потому что в бошку дырка, ребята, вон, смотрите, видите? И она тырк. Серега говорит, не мучайся, на. Ну что, такую домой? Ну, конечно. Ладно, Всё давай равно. хоть этот. Первая джиговая щука. Да, Серега, давай. Да. Ништяк. Давайте, ребята, отпустим, хоть руки в этот помараю. Ну. Вот Шурагайка там на границе стояла. Малышка. Давай, девочка. За бабушкой. Ну хоть взбодрились, слушай. Как-то так, да. Это что же скучать начали. Что-то такое, ну. Место клевое. Место классно. Гружусь? Да, нормально. Очень высоко окуня бывает. Вот туда есть вариант. Окунь, походу. С-под коряги, сожжал. Возьмешь так? Угу. Вон туда закинул. Он, короче, вон там стоит, в береге. Такой кабанчик. О, попался окунек, опять резиночка это. 5 лет. Ну, добрый. Добренький, да? Ну, красава. Туда, короче, понял. Мгм. Тогда их только одно коснулся, бабам, догнал. Нормально. Пойдет. Повторим. Есть. Примерно. Угу. А окуни-то какие? Окуни красивые. Вот оттуда прям понял. Они там сразу же хватают. Братское Стайка. сердце. Нашел стайку. Слушай, ну этот хотя бы душку Конечно. поотрывать, это такая скукота, жаркая. Ну, брат, прям Вообще. 100 грамм, 90. Ребят, ну чё, жара, день. Тут балаганчик должен быть. Помнится мне. Как-то здесь тоже останавливался на мотособаке. Кушали. Стол, главное нам стол интересен. Ага, все присутствует. Ну вот, под навесами покушаем. Нормал. Пойдет.
Даже стул Серега есть. У антикабарина нет с собой случайно? С собой Серега нет, я сейчас схожу возьму. Лап, да, сгоняю. Лап. Они, короче, в этом, Серега. А у меня этот в рыбацкой сумке. Всё, понял. А в тюрьме сегодня ужин. Макароны. По гречке, ребята, домашнего еще. Осталось у нас вчера с ужина, короче, забрали. Что, с очком, чайком, жарко. Да. Такой тут навесик небольшой. Интересный, короче, навес, ребят, все на веревках. Стол прям на веревках. Ну так хотя бы что-то, какая-то утварь. И мы здесь решили отдохнуть. Жарко, невозможно. Коряжник пробивали, коряги, ну что-то окуня можно там дергать так местами. Прямо возле берега. Сейчас заодно и рыбку надо будет почистить. Короче, отдохнем. Можно было на пляжу, но решили тут хотя бы тут тенечек какой-нибудь. Какой-никакой. Так что у нас сегодня обед сегодня сейчас. Сачок еще прохладный. Вообще бомба. Слушай, она холодненькая, по-моему. Окунь жрет. Много. Много? Угу. Много, ребята, в окуне. Такая штука. Жрет миногу. Сейчас быстро спотрошну. Подсолим. Ребята, что, перекусили. Почистил рыбу. Ходил, помыл, просолил немножко. Убрал в пакет. 2 окуня получается и щука. Почти 2 килограмма. Еще одну мы отпустили, получается. Ну, в общем, это весь улов пока у нас. Жарко, жара. Душно как-то, непонятно. В тайге вот летом, блин, тоже плохо. Не продохнуть. Ладно, все, что. Идем дальше. Идем дальше, друзья. Скоро будет поселок уже другой. Посмотрим там дальше, как будет. Или выше пойдем, или все остальные точки оставим на вечер, которые вот прошли, где понравилось, где были поклевки. Обрабатывать будем вечером по-любому. Интересное местечко, друзья. Такой свальчик, коряжник. Ну там, не помнится, яма должна быть глубокая. Сейчас ее и обработаем. Обраточка, да. Ах, вода, блин. Дошли, ребята, до поселка еще одного. Ну так, сейчас ходом идем. Жарко пока. Решили прокатиться. Серега тут не был ни разу. Поселок Исанево. Старый-старый поселок. Исанево. Друзья. Нам был магазинчик. Холодненького взять. Сгоревший дом. Машина на пеньках. Вот такие, друзья, здесь дороги. Забытые Богом. Волейбольная сетка зато. Ходим кого-нибудь увидеть. Чуть не души пока. Таких поселков, друзья, очень много. Люди живут здесь, как-то живут. А вот и колодец. Серый! Серый! Колодец, колодец, вода! Колодец, друзья, это нормально. Интересно, магазин же это должен быть, правильно? Лишь бы на конфликт не выйти. Ну вот там машины какие-то, трактора уже. Там люди, значит, есть. Пойдем прогуляемся, посмотрим. Заодно вам покажу. Серега ко мне 3-й раз приезжает. И у нас постоянно какие-то путешествия. То поехали на сплав, избу не нашли, спалили.
Серега к тайге сейчас приравняется. Полюбит, может. Вот машина. Мне кажется, сейчас тут все решим. Собаки нету случайно. А вон тут есть. Добрый вечер. День добрый. Бать, приветствую. Подскажи, пожалуйста, магазин же есть у вас здесь, да? Нету у нас здесь магазина. Нету магазина? Нету. О, как. Лежать за отдельно. Да? Все, я понял. Там мы так проходом что-то думаю, может магазинчик. На лодке что ли? Да, на лодке. Нет, тут были когда-то магазины. Сейчас нету ничего. Ни магазина, ни почты, блядь. И тут скоро с ума сойдет, блядь. Не выпить, не закурить, не... Согласен. Да, жестко. Вот особенно если вечером, когда ты придет чего-то, блядь. Ну, конечно. Да, хочешь девайся, блядь, хоть волком бой. Все понятно. Сейчас ехал, блядь, кто-то мотор суканул, блядь, и все хуя. Да, не суканул, так что-то, блядь. Заглохло где-то сбило, где зажигание или хуй знает что. Ага. Час ждал, пока машина будет ехать, да. Ужас. Да. Попадается. Чучка что-то так, жарковато, блин, что-то. Понятно. Ну, ладненько. Нет, ничего. Всего доброго. За озерье, если хотите, поднимайтесь выше. Ну, там до Зеря же прилично еще, да? Здесь 12 километров так по этому самому, а по речке-то я не знаю. Ну, Я ни разу туда по речке. Километров 25-то будет, наверное, мне кажется. Километров 20 будет. Ага. Я понял. Есть бензин, поднимайтесь, заодно порыбачите. Я понял. Да не, бать, ладно, понял. Давай, удачи. Вот, друзья, сами все видали, слышали. Хоть волком воет, такие есть, когда приспичит. А в городах-то, да? Хочешь такой магазин, хочешь такой. А здесь вот как хочешь, так и живи, блядь. Не хватило там чего-то. И все. Машина стуканула, вот, ждал. Ну уж народу тут нет никого. Ладно, водичка что-то. Не знаю, колодец, друзья. А нет, водичка тут нормальная. Мне кажется. Чистая питьевая вода. Холодная. Смотрю, обалдеть. М, Ледяная. Пойдет. Большая связь у нас. Смотрим карту. Решаем вопрос. Подниматься нам дальше или будем пробивать низ. Ну, расстояние небольшое. С одной стороны, то, что мы прошли. Много перекатов. Вот тут уже повыше перекаты вот такие идут. Но это не для джига точно. Если где-то в заброску, может троллинг какой-то. Но у нас задача чисто джиг. Даже пытаться не будем. Я даже сам не хочу. А это сейчас посмотрели, это у нас почта была. Как-то так. Мертвому поселку говорим до свидания. Идем вниз, ребята. У нас там есть такие пару мыслей. Ну, это вечером. Сейчас пока обрабатываем эти точки, которые прошли. Солнце, конечно, жарит, блин, что-то вообще страшно, блин. Они разденешься, блин, жрут. А вода? Все, погнали. Далее. Вернулись, друзья, в обратное место, где вот обедали, и у нас были здесь окуни. Ну, далеко ходить не надо было. Вот хвост отгрызли, заразы. Классная приманка, кстати, уже вторая такая бесхвостая. Да. Сейчас будем наказывать, значит, что сами напросились. Мы как бы-то окуня не хотели рыбалить, хотели больше щуку, конечно, но с не менее того, серый там обработай как нужно, пружинка там. Да, сейчас я это сразу. Ладно, иди сюда, моя родная. Сейчас будем наказывать. Поменяли, попробуем. На двойнике-то проще поймать, но и зацепиться тоже. Ну, тут корчак знатный. Коряшка. И сейчас бам! Да.
на Печоре на резину тоже рыбачил. Гений когда ездил. А он на резину вообще не ставит. И у меня тоже хвосты бам-бам-бам подгрызали. Ну ладно, думаю, что, меняю. А потом уже вечером потрошу окуня. Смотрю, хвост мой в желудке. Представляешь, настолько они такие есть. Вот тут опять. Далеко кидать не надо, Серега. Вот тут он с-под коряшки стоит. Ну я проверю наличие щучки все-таки. Давай, давай. Смотри, я захавал там, захавал. Захавал-то, ребята, прям достойно. 6 часов, друзья. Предпоследняя точка. Пробили полностью, аж по лодке постучали, которые на дне. Ну что, вообще никак. Зашли даже вот тут на старицу. Бели очень много здесь, мелкая рыба. Так даже тут издевались немножко. Ну все, у нас последняя точка. С откуда начинали, где Серега завалил там щукаря. Были там поклевки у нас, сходы, так что там щучка есть. Тупо уже встаем там. Вечер бомбим там всю вот это побережье. Ну и там и ночуем. Да, Серый? Да. Все, погнали. Эх, погода классная. Самая радует. Все, поехали. Все, друзья, последняя постанова на сегодня. Да? Попробуем оторвать тут щучий глаз. Давай, родная, ходи. Вот сюда. Угу. Серега там выхолод кого-то увидел. Может и преследовать, нифиг делать. Нет, я же смотрю, ты не, то, что я увидел, это не факт, она не прямо здесь, она уже ниже немного. А, я понял. Грубо говоря, когда я вижу вот здесь вот объект, он ниже уже метров 10. Угу. А, ну все, понял. Короче, друзья, этот был удар у нас. По хвосту ударило. Хвост резануло немножко. Опять было. Тук-тук. Давай. Вот тут она, понял, братан, кидай сюда. Вон, смотри, сейчас хвост отвалится, бля. Что такое, блин, а? Ну нет такого, ты тысяч, понял. Я еще Может тут. опять там, знаешь, ну хотя по силуэту там, ну не маленькая стоит. Тоже бугор. Наверное, тоже булыжник вот здесь. Все, ребята. Я прям не знаю, что вам сказать. Просто не знаю. Там Серега может трек показать, как мы это вот и так просто располосили. Давай покажу. Вообще, ребят, смотрите, вот мы это все ходили. Вот постановы. Вот здесь бугорок, все прошли. Потом вот здесь вот все обкидывали. Тут вот видите, мы стояли, допустим, вот здесь. Тут ямка, здесь бугорок, здесь бугорок. То есть все вот здесь, этот участок. Ну, в общем, она давала результат. Там тут лишь, ну, изначально щука показала сразу себя. По хвосту Серый протащил. Это который утром, наверное, скорее всего, да, Серый? Который она показывает. Все, друзья, все. Мест мало, базара ноль. Серега приехал, говорит, Андрюх, куда, говорит, привез? Точек толком нету. Три точки. Ну вот я сейчас просто понимаю, вот, ну когда на моторе идешь, как бы, да, вот вроде что-то крутит, вроде нормально, а в концове там 1,5 метра глубины, соответственно. Ну, у нас есть идея, прям такая непонятная. Идем на лагерь, точнее которого нету. С утра рвем когти в низовье, ребята. Ну, попробуем так отрыбалить. Как бы, ну, здесь просто делать нечего. На завтра у нас есть день, но делать здесь нечего.
3 окуня, 2 щуки, одну положили, одну выпустили. Ну, были поклевки и сейчас, и вечером. Какие-то еще бадания было. Хвосты отрезанные, вон, кучей, который лежит. Это вот сегодня калашматили все полностью. Ну, аргумент, сделаем аргумент. Едем на беседку, которая есть тут недалеко. И там забалдеем. Потому что стульчики ничего не брали. Там беседка, крыша, рядом палаточка, ужин. Хорошее настроение и хороший сон, потому что ну, уже вчера толком не спали и сегодня уже устали. Все, ребят, вечер. Красота, погода классная. Все, едем на лагерь. Нам километра 2 подняться, 1,5 там. Ну, в конце и все. Увидимся уже на месте. Всё, до свидания. Вот еще раз, ребята, лодочка, малышка. Здоровая, здоровая, с мотором, Блин, сейчас плохо видно, конечно. Утром намного лучше видно было. Сейчас, ну, ракурс не тот. В тот раз вообще все было отчетливо. И башка мотора, блин, лежит на 4 метрах. Вот щучка еще лежит здесь. И щучка рядышком. Вот, смотрите, ребята, на таком пляжике таежном в Оконцове. Здесь, видать, охотники были. И дровишки ширканули, напилили. А вот там мы тут и костерок запалим. Великолепный. О, ох ты. Вот почему перстни нельзя носить в армии. Палец оторвет нахрен. Вот, а здесь мы можем приготовить как столик, типа сушинка здесь. Все нахрен. Хорош, время уже поздняк. Метаться, палатку в кусты куда-нибудь. А здесь вот сделаем себе базу. Нормально. Все. Серега опять скажет: ё-моё, как отгоняешь меня, блин, по лесу. Поднимается, бля. Ну все как-то так что-то. Кто тут успевой поработал немножко, но мы попали. Тут по половине намыло. Короче, корень, ребята, вот так воткнули. Это будет столешка у нас. И вот 2 чурбана там присядем серым, поужинаем. Песок, сам не люблю песок, конечно, блин, все вещи в песке. Тем более, когда ночуешь, этот конденсат, потом прилипает и все это дело. Ну, это стирается, вытряхивается, понятное дело. Как бы, ну, в разных условиях приходится ночевать, никогда не получается, как, ну, хотели. Да, можно было и на бару сейчас ночевать, но комплект, ребята, бабок стоит, и серый переживают, да и я понимаю его еще полностью. Так что как-то он вот так. Ужин, братцы, ужин горячего. Серый займется палаткой, сейчас может где-то местечко найдет. Что-то входили туда, в траве там нас просто вынесут. Да и там как бы какая-то канава, блин, остров пологий. Не знаю, у Серого палатка какая, я тоже не знаю. Так что не знаю, Серый, там смотрел, нет, вот? Там
глина, короче. Какая-то грязь. глина, да? Ну вот у нас только остается вот этот плотный песок. И все. Так что как-то вот будем здесь мы сегодня бичевать, или как это обозвать. Привыкли с комфортом, что, базаров ноль, блин. Уже стулья, столы уже нужны, все уже не то. А мы взяли по минимуму, так что да ладно, крепанемся, ничего страшного. Ночь вроде теплая, без дождя самое главное. Все, прожектор есть, фонарь есть, аккумуляторы есть, все классно. Столик типа как есть и нормально, протянем. Отлично. Все, давайте, ребят, готовить что. Сереги тут что-то серьезный какой-то механизм. Палатка вроде такая, все понятно, а что-то вот это я не могу понять. Ага, все, понял. Сейчас все будет. Все, не отвлекая. Комаря, ребята, ужас. Злыдни крепят. Так хотя бы по лагерю немножко разбросаю. Понятно, что не серьезное дело. В помещении работает на ура, но так. Слушай, тогда на избе нам помогло, кстати. На избе классно, да. Быстренько суп, ребята, на горелочке. Посуду взял Серега, как бы, ну, на костре не используем ее, такие вещи. Чисто на горелочке сейчас быстренько запалим. Водичку с реки. Опа. Отлично. Угу. Понял тебя. Сейчас супчик сделаем. Супчик, ребята, будет совершенно простой. Самый настоящий ролтон. Суповой набор вот эти, знаете. Раньше вообще эта тема была, я помню. И мы банку тушенки туда еще забахаем. По-мужски. Сейчас почитаю, сколько тут вообще у нас, на сколько порций идет. Так. Ну, 5-10 минут, короче. Угу. Суп куриный со звездочками. Огонь. Одной нам будет достаточно, чтобы каши не получилось. И вот одной такой штуки. Шикарно. Ну что, тушенку дешевую. Он с водичкой, мне кажется, жирнее будет. Так, это сейчас разобьем. Мяско. Вот так вот. Ну, сделал более жиденький, просто охота жиденького. Ну все, ребятки, что, костер у нас шикарен. Халявные дрова. Ну, это не у избы, так что ты халявок не назовешь, нормально все это. Кто-то просто тут останавливался, балдел, а попилил так на славу. Ну, спасибо. И на этом, так скажем, это тоже тут все останется. Серый поставил свой вигвам классный какой-то, с тамбурами, там такой серьезный, короче. Все, ребят, суп готов. Что-то мы голодные. Ну и, в общем, все, уже темнеет. Уже все. Уже так что-то, даже лето как-то не лето. Сейчас не заметим, ребята, и все, уже будем к осени скатываться. Она вроде так долгожданное лето, мы так его ждем, она бам. Вроде бам-бам-бам, так столько планов, столько их движух. Ни хрена не успел, блин, как обычно. Ну и все, что. Сейчас сядем Серым. Да? Забывая. О, ребята, смотрите, какой суп. О, жиденький сделал Серый. Как раз то, что нужно, да. Мы хотели целый день этого.
Доброе утро. Проснулись. Шикарная погода. Уже позавтракали. Спали просто отменно вообще. Ну во сколько мы? Во втором, наверное, легли. Сидели вчера тут с Серегой, кайфовали, балдели, разговаривали. Отлично. Уже поели яичницу. Сейчас кофе заварим. Серый посуду моет. Спали ребята в апартаменты, блин. Я думал, ну, палатка палаткой. А здесь, ребята, все шикарно. Смотрите, такой тамбурок у него получается. Еще плюс 2 входа на москитке. Вообще, и там всяких карманов много. Поставили аккумулятор, который накачивал лодку и на эхолоте стоял. Зарядили все гаджеты от него. Ну, в общем, вот. Да, была роса большая, чтобы конденсат немножко подсох, но пришлось немножко задержаться. Ладно, там нас ждет щукарь на ближней точке. Поедем сейчас разловимся. А потом уже будем думать вниз, туда. Ну, у нас планы есть, как бы, так что посмотрим. Все, кофейку. Серый скипел, да? Да. Все, по кофе, ребята. В общем, ребята, кофе, чай, завариваемся и погнали. Опять задержались, блин, ё-моё. Ну не получается вот так прям. Бам. Все, что было приготовлено уже там, да, скажем так. Все равно вот на это время много уходит, конечно. Ну и вчера тоже поздно легли, настроение такое классное было. Заварного сейчас сделаем в термос. Ничего, мне нравится эта штука, конечно. Многие любят заварной чай, но в термос заваривать, ну так, ну, неприятно. А здесь вот пьешь и все классно. Ну все, ребята, собрали полянку, за нами чисто. Вот там коробка сока догорает, яйца, шкарлупа. Это ничего страшного. Сейчас смел все в кучу. Как бы, ну тут на песке, ничего страшного. Мусорок такой, сожгли его. Нормально, все. Компоняем лодку и вперед. Блин, еще минус час. Вот как-то так, на сбор. В общем, ребят, вернулись мы на эту точку. 3 прохода сейчас будем делать. Вчера ее не смогли поймать, сегодня должны поймать. Попробуем. Что, пробуем? Ну что, друзья, иду вниз. Серега пошел в машину. Встречаемся в поселке. А я топчу до в деревне. Короче, вот так вот, ребята. Пойдем в низовье. Ну все, ребят, тут проскочил немножко. Все, глубины не будет сейчас. Метр уже, 1,1. А вот эти перекаты тут будут не давать. 0,9. 0,8. Короче, вот так вот. Утята, ребята. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 штучек. Нифига себе. Выводок. Местные. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. 0,6 метра. Глубины нету. 0,8. Это хорошо, что местные бродяги здесь у нас живут. Все, быстро-быстро в траву они. Ну, с эхолотом, ребята, вот сейчас вот балдею. Вот смотрю, вот 0,3 показывает, 0,2 вот. Как бы он курсирует тебя и направление дает хотя бы понимание, куда можно продвинуться. То бишь лево, вправо. Вообще огонь. Глубины опять нету. Вот 0,8, 0,9.
1.02 с левой стороны. 0.3 туда. Ну, в общем, классно. Все, брат, ты прошел нормально. Отлично. Топим до деревни. Серега уже надо приехал. Все, добрался до Серого. Лишние вещи мы в машину. Ну, потому что мы сегодня не ночуем. Чисто до вечера. Чтобы не кататься. Чисто снасти. Мешаем топливо. Потому что мы почти бак подспалили вчера. Ну, короче, 10 мы убили. Плюс-минус. Ни о чем вообще. Ходили мало. Плюс мотор вообще не ест. Япоша. Двухтактник. Ну и в оконцовье, ребят, пойдем вниз. Примерно километров 20. Все, ребята. Погнали далее. Будем пробовать. Поселочек. Небольшие лодочки местных. Все, мы отходим. Пойдем в сторону туда. Немножко прокатился в Сереге на комплекте. Короче, мутанули сюда, куда я хожу за лещом. Ну и здесь вот эти точки будем пробивать сейчас, смотреть. Заодно посмотрел наглядно, реально вот едешь и смотришь, какая глубина. Все, ребята, джиг, дневной джиг. Посмотрим, как здесь что покажет. Должны поймать что-нибудь. Есть пару точек таких, прям пробьем. Ну, прокатились так. В общем, мы уже дошли до Поинги. Короче, Серега тут Цицкий район крепит нормально. Ну что, у нас первая точка. Интересное место. Такая канава большая. Вот мы встали, и вот сейчас будем вот этот свал прокидывать. Ага, там 4 метра там показывал, да? Нет, там потом больше. 5. Вот мы сейчас стоим на 2,6. Вот, потом свал вот с 2,6 до 5,2. И коряшка. И коряшка там есть. Отлично. Все. Пробуем, ребята. День, конечно, правда, ну а что? Посмотрим. Сошла, твою мать. Серый, бля. Очень хорошая рыба Да? была. Фух, серый, а? Ты что творишь, бля? Все, ребят, сил у меня нету, короче. У меня руки желают положить этот аргумент в тубус. Крепим. Чай попили уже, 12 часов. Точки классные, холод все показывает, бровочки. Серега тут сейчас учудил. Разрез. Хорошая щука или судак. Слушай, если бы щука была, то здесь, скорее всего, было много порезов. Здесь один всего. Скорее всего, сударь был. Хорошая рыба. Да, ребята, ну, джиг и такая штука. Перестановки. У меня уже руки болят от якоря, если честно. Вот, пожалуйста. Одна рыба, да, сделать все это дело. Обидно. Очень обидно. Вот так, ребята. Щупали. 2 часа убили. Хорошая рыба была. Слита, конечно, жалко. Вот такой джиг. Веселый у нас. Что, ребята, все, закончилась экспедиция, больше ее никак не могу назвать. С Сыктывкара начали и закончили,
Ну, вообще, в общем, круто, ребята. Около 80 километров на моторе. Спалили где-то 18 литров бензина. Путешествие, джиг, ребята, понимание. Самое приятное, что проштудировали полностью все мои места. Серый, спасибо за эхолот вообще. Ну, понимание вообще большое имею, и как бы к осени прям будет вот так круто. Плюс-минус с подъемом воды уже буду понимать, что можно, нельзя. Че, джиг, ребята, джиг, все настраиваем, палочки. Так что просто устал, ребята. Вот этот, все вроде кайф, сидишь, ну вот эти перемещения и бесклевие, как бы морально устаешь. А так в целом красота. Серега прошел весь Сысоцкий район почти. На лодке сели направо. Ну, в общем, ребят, все, уезжаем. Получается, прокатились, отдохнули. Лукасту я не поймал, маленькую, да. Ну, в целом, есть понимание. И теперь, я думаю, будем продолжать эту эпопею. Рыбалку на джиг. Будет круто. Еще один вид ловли открою для себя и буду продолжать обязательно. В общем, 6 вечера, ребята. В деревне. Серый сейчас перекусит и сытывка. Ну а мы увидимся в следующей рыбалке. Много информации в описании, ребят. Заходите, не ленитесь. Много всего интересного, много всяких полезных ссылочек. Так что как-то так. Серый, спасибо за рыбалку. Да. Тебе спасибо за компанию. Морды черные. Отличные места, и жаль, конечно, что результат не самый лучший, но будет повод вернуться еще раз, пободаться. Как Вот это говорится. правильно, вот это правильно. Все, братцы, давайте, берегите себя. Пока. На связи.